данная вот икона поступила в реставрацию, мы сделали исследование и провели фотофиксацию. Основные ее проблемы было то, что у нее сильное загрязнение поверхностного слоя, особенно золото было. И мы подобрали состав для удаления загрязнений золота и произвели вот таким методом очистку всей поверхности. И все в разном состоянии, потому что они разного времени написаны. Вот если это состав отца Давида 20 век, вот и сзади меня есть уже век 19 конец. То есть и состояние у них, соответственно, разное. Некоторые иконы вообще были уже в реставрации, встречаются следы, поновления, тонировок. Вот. Поэтому здесь каждой вещи придется применять подход индивидуальный. Приезд у нас вообще он носит другой характер, исследовательский. Мы оценим вообще общее состояние, какие-то рекомендации даем по охранению, и как иконы развесить или в киоты убрать и так далее. Смотрим на живопись монументальную, там совсем другая история, там состояние местами аварийное. Вот, то есть мы берем образцы, исследуем и к следующему приезду уже готовим более точный объем материалов. Мы отработаем здесь методики. По методикам будем закупать материалы и уже здесь работать уже полноценно со всеми этими иконами, которые вот отец Давид считает в первую очередь. Мы приехали в составе трех специалистов для опять оценки состояния сохранности икон, которые все в храме, они все в разном состоянии, и подобрать методики общие и каждой иконе в частности. Для этого закупить материалы необходимые и уже приехать в августе полноценной командой, произвести весь процесс реставрационных работ. Икон много, несколько десятков. Большая часть из них нуждается в реставрации. Особых икон, мы просто бегло сейчас прошли, там есть интересный Спас Рукотворный, особенно почему-то отец Давид порекомендовал его, обратить на него внимание. Но он тоже со следами реставрации, там уже есть легкие потертости, на каких-то иконах есть линировки. Он особен тем, что это, во-первых, X век, один из самых старых храмов на территории Абхазии и вообще в ближайшем окружении. И живопись, которая здесь сохранилась, тут видно, что она век 14 по словам отца Давида, там где-то встречается, видимо, и более ранее. Сейчас я работаю с иконой образ Пресвятой Богородицы Целительницы. Икона была сильно запылена. Здесь в нижней части были множественные потемневший и помутневший лак, который пришлось удалять. Также ожоги были, приподнятость красочного слоя в виде пузырей от свечей, от лампадной лампы тепло шло, получились ожоги. Также множественные загрязнения были по золоту. Было выполнено укрепление, расчистка, удаление загрязнений, подведен реставрационный грунт. И сейчас я на стадии тонирования нахожусь.